Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амин ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тем, кто присутствует у нас на собрании, на маджлисе, и всем тем, кто в дальнейшем нас услышит, иншаллах. Большой салам от всех нас. Сегодня у нас по календарю хиджри 25-го Зуль-Хиджа, 1447 год. И по юлианскому календарю 11 июня 2026 год. Мы и раньше об этом говорили, и будет лишним еще раз повторить. Иншаллах, цели наших эфиров, чтобы мы начали думать и анализировать. Не имеем в виду того, что мы не думаем, не анализируем, но тем не менее нужно активизировать все наши умственные способности, чтобы понять все, что происходит сегодня вокруг нас, в целом мире, чтобы не оказаться игрушкой в чужих руках. Тем более не надо слушать пропаганду, которая льется со всех краников, микрофонов, которая исходит от кафиров и муфтадов. Возможно, из того, что я хочу озвучить в этом эфире, могут быть какие-то неточности в цифрах, датах, но в любом случае они имеют факты и основу. И многое из того, что я выскажу, зафиксировано в интернетах, в средствах массовой информации, и многое передается от людей, которые имели отношение от пути Ахмата, о котором мы сегодня собираемся говорить, и с теми жертвами, которые стали на этом пути. В последнее время мы видим, как режим манкуртов в самой Чечне и в целом на Кавказе лезет из кожи вон. Мы в любом случае целенаправленно наблюдаем картину в самой Чечне, где устраивают кукольные спектакли с целью оправдать свое предательство и раболепие перед кафирами. В роли самоутверждения они используют национал-предателей, которые продали свою родину, президента, эмира и в целом свой народ. И много тех, кто сегодня как бы в курсе всех этих событий, которые знают и понимают суть происходящего, но по причине своей безопасности стараются не светиться и в целом боятся говорить правду, если открыто говорить. Говорить правду и, соответственно, разоблачать ложь. Ввиду того, вот такой сложившейся ситуации, бывают, что как бы выходят на тех братьев, которые как бы перешагнули через этот рубеж, делают в силу своих возможностей работу для того, чтобы вот выявить ложь вот этих муфтадов, манкуртов, и вот выходят на личку, в контакты и как бы поддерживают, делятся информацией, которую они имеют. Также я знаю, что призывают даже друг друга, чтобы
активнее подключались вот к такой работе, чтобы доводили ту информацию, которую они имеют, до тех братьев, которые сегодня открыто как бы противостоят вот этому режиму, вот этой несправедливости, чтобы истина в любом случае дошла до народа, вот нашими устами, можно сказать, вот в таком ситуации. Валлахи, последние, можно сказать, 10 лет я в основном занимался именно призывом, считал и считаю, что если бы у каждого народа по отдельности и в целом наших народов на территории Имарата Кавказа, Северного Кавказа, если бы мы смогли бы как бы избрать достойных, из среды достойных братьев Ахлюль Хали Валь Акд, совет достойных, я более чем уверен, что ситуация сегодня была бы как бы по-другому, в другом формате и на другом уровне. И вот вся важная информация, которая сегодня озвучивается отдельными братьями, мы бы это как бы поставили бы на конвейер под контролем вот этого совета и, соответственно, через спикеров озвучивали бы, доводили бы до людей. И я более чем уверен, что люди более охотно делились бы с нами своими секретами и информацией. И, соответственно, это уже как бы на уровне конвейера доводилось бы до народа. Ну, пока этого у нас нету. Видимо, мы не созрели для того, чтобы создать Аль-Хали Валь-Акд. То, исходя из ситуации, будем делать то, что нам по силам. В свою очередь, мы видим, как режим манкуртов на местах, на сплетнях и на выдуманных сказках, можно сказать, 24/7, работает с целью в первую очередь опорочить достойных ушедших наших героев, наших братьев, наших лидеров, как бы оправдать свое предательство. И вот постоянно, особенно в последнее время, мы видим, как они изливают грязь, свою ненависть, придумывают всякие сказки, как вот бытность нашей власти, как люди во главе, которые стояли у нас, как они похищали людей, хотя абсолютно не приводят никаких фактов, ни доказательств. Мы знаем, что было тяжелое время, время войны, было очень много пленных с обоих сторон. То есть любую какую-то соломинку в наших делах, в наших глазах, они все это стараются увеличить в миллионы раз, и вот преподнося вот эту искаженную информацию для нашего народа, в первую очередь для молодежи, стараются создать такую ситуацию, что они как бы по факту спасители наших народов, а вот те, кто противостоял им и оккупантам, они якобы какие-то вот нехорошие, злые враги как чеченского, так и других народов. А кто оккупировал нашу землю, наш народ исторический, кто посеял вражду и ненависть, недоверие среди нас в целом, они эти вещи не говорят и как бы утаивают все это. И добавок еще обиднее, когда в унисон вот с этими домашними манкуртами им планируют вот те дезертиры и бугаты, которые сегодня как бы находятся в первую очередь за пределами Европы и других стран. И, иншаллах, вот в этом эфире я как бы кратко хочу раскрыть некоторые вещи, некоторые дела, по сути, можно сказать, в чем
выстроена сама суть пути Ахмада. Вот как они любят хвалить, пафосно заявлять об этом. Путь Ахмада, Ахмад сила. Вот мы видим, слышим постоянно вот эти лозунги. И в моем понимании, что заложено в этих словах и на чем оно построено. Иншаллах, постараюсь немного некоторые моменты, которые я имею информацию, о которых я имею информацию, хочу поделиться. Хочу вспомнить, когда Кафыров в одном из своих выступлений произнес следующие слова. Мол, Путин обещал, если найдем в сортире, то и в сортире замочим, имея в виду тех, кто как бы сопротивляется российским оккупантам, в лице тех, кто отстаивал свои права, свою религию, свою честь, свое достоинство, свою землю. Вот Путин сказал, что он их будет мочить, если найдем, и в сортире замочим. То вот как бы посчитав, что Путин сказал слишком слабо, вот Кадыров как бы это показалось недостаточным, и он в одном из своем как бы обращений заявил следующее. Я думаю мочить зародыши, сказал Кадыров, чтобы оно оттуда не уходило. Когда оно крылья распускают, рога вырастают, а потом начинаем бороться, вот я намерен мочить зародыши матери. Вот я считаю, вот это и есть визитная карта пути Ахмада Кадырова. Это основа и это начало пути, в котором сегодня они так любят хвалиться, заявлять и благословлять этот путь. Вот это и есть путь Ахмада. Ахмад сила – это убийство детей в чреве матери. Это есть суть этого режима и этого пути. Мы знаем, что Коран подчеркивает во многих аятах невинность детей. Также мы знаем, что в судный день сказано, что дети будут свидетельствовать и ходатайствовать за своих родителей. А тем более нерожденные или умершие дети считаются обитателями рая, чистыми и безгрешными. Но тем не менее, Ахмад собирался уничтожать как самих матерей, так и нерожденных детей. Всех тех, кто был не согласен с политикой Кремля и с тем предательством, которое он в себя носил. Вот эта цитата, я считаю, что, можно сказать, является визитной картой пути Ахмада Кадырова. Когда они говорят, вот манкушты, домашний режим, на всех площадках выстраивая свои вот эти спектакли, когда они говорят, что при нашей власти, что была такая анархия, людей воровали, похищали, вымогали, зарплату не выдавали, не учитывая все то, что мы жили в период активной войны, и государство наше, можно сказать, просуществовало неполных 3 года после Первой войны и до начала Второй войны. И мы помним также заявление Степашина, который на тот момент возглавлял спецслужбы Российской Федерации, когда он сделал заявление, что между двумя войнами в Чечне у них в агентуре работало до 40 тысяч человек. Просто представьте себе в разрушенной, голодной, можно сказать, разбитой стране работало 40 тысяч агентов, которые работали на спецслужбы России. И тем не менее, они любят вот выставлять все какие-то маленькие недостатки тех времен, какие-то расчеты, ошибки, и как бы возводя это такую величину, придумывая всякие сказки и небылицы
для того, чтобы отвратить в первую очередь подрастающее поколение от истины, от ислама, от чести, от достоинства. И вот на фоне всего того мы помним, что в 2004 году Кафырова как бы ликвидировали сами спецслужбы России. Соответственно, мы понимаем, что это было по прямому указанию Путина, который сегодня как бы является кумиром и отцом сына Ахмада Рамзана Кадырова. Там озвучиваются и по сей день как бы прорабатываются, передаются несколько версий, из-за чего его могли убрать, почему его убрали. Первая версия, это, насколько я могу судить, она по мне как бы более официальная. Это непонятки, которые начали происходить на тот момент, если это можно назвать вот таким образом, когда проводилось совещание о разграничении полномочий между центром в лице Российской Федерации, в лице Кремля, и регионами. Там, видимо, Кафыров потребовал больших привилегий, полномочий, нежели у других субъектов, объектов, регионов. И на тот момент как бы первое афишировалось именно из того, что я слышал, вот такая версия. Существует и другая версия, к которой я отношусь настороженно, но не исключаю. На тот момент мы помним, что в начале 2004 года, в феврале месяце, 13 февраля точнее, в Катаре был убит Зелимхан Яндарбиев. Его подорвали, заложив бомбу под машину, когда он выходил с джума намаза со своим сыном. И, соответственно, офицеров ГРУ на тот момент арестовали органы Катара, и они как бы были заключены в тюрьму. Соответственно, Путин своих не бросает, и когда Путин начал договариваться об их возвращении, то ходили слухи, что якобы эмир Катара поставил условие, если в отместку за Зелимхана, который был убит на его территории, если вы уберете Кафырова, я как бы на такой торг пойду, мол, типа того. Ну, в любом случае, такие версии были, я об этом слышал. И после того, как вроде бы Путин подписался и устранил Кадырова, вот этих офицеров ГРУ вернули в Россию, отдали Путину. Третья версия там также была, учитывали, что уже Путин, видя, что Рамзан по лояльности, по исполнению как бы превосходит своего отца, соответственно, тоже сыграла свою роль, и он как бы был принесен как бы в жертву с дальнейшим уже выстроенной планом и политикой. Тут можно вспомнить, мы многие видели разговор Путина и Рамзана, когда Путин был в гостях в Чечне, после выхода с какого-то концерта, мы помним, даже при живом Ахмате, Путин подозвал Рамзана, и они, как бы положив ему руку на плечо, Путин ему что-то нашептал. Обрадованный Рамзан, подбежав к своей группе охраны, начал им как бы отчитываться, что Путин его как бы отозвал, сказал: береги себя, ты нам очень нужен, мы в тебя верим, на тебя надеемся. То есть при живом отце уже вот такой посыл Путин посылал самому Кадырову. Ну, в целом можно сказать, вот все эти три версии имеют место быть, и, может быть, они все вместе и стали точкой приговора для Кафырова-старшего. И, соответственно, уже далее, по указанию и при помощи спецслужб России, ФСБ,
Рамзан под личным контролем Путина, соответственно, по выстроенной уже программе начал устранять всех свидетелей, которые знали Ахмата, знали о его пути предательства и его работы еще на КГБ при Советском Союзе, а также уже работу на ФСБ при Российской Федерации под псевдонимом Адам. То есть вся система, которая была выстроена вокруг этого человека, которая выстраивалась на стукачестве, на крови мусульман, соответственно, свидетели вот этих фактов, информации должны были устранить физически, должны были их устранить. Одним из таких был Хусейн Исаев, председатель Госсовета на тот момент. До своего убийства сливал информацию именно на нашу сторону, надеясь, что ситуация может измениться, не от того, что он нас любил или благоволил, но тем не менее как бы играл на два фронта. Сливал некоторую информацию и как бы старался где-то делать вид, что он занимается подпиткой муджахидов и братьев, которые воюют против оккупантов. Соответственно, вот этот Хусейн также был ликвидирован с Кадыровым, который унес с собой всю информацию, которую он владел, о котором имел доступ, а при его жизни некоторая информация, как я сказал выше, доходила до нас. То есть все свидетели и пособники, можно сказать, убийства чеченского народа, свидетели кадыровского предательства, а также даже свидетели некоторых эпизодов, когда самого Ахмада в Москве, в Кремле унижали сами кафиры. Вот все свидетели вот этих ситуаций, их уже начали поэтапно зачищать. И, соответственно, обожествлять убийцу и предателя самого Ахмада. Как бы сегодня вот домашние манкурты сегодня не старались бы сделать из него какого-то героя народа Чечни, в любом случае в истории мы знаем, что путь Ахмада и сам Ахмад останется как предатель, как убийца, на руках которого кровь тысячи наших братьев и сестер. Список устраненных соратников вот этого предателя, он, я уверен, большой. Ну, иншаллах, я коснусь некоторых фамилий, которые, по крайней мере, у нас многие знакомы с этими фамилиями и имеют как бы вроде бы подтвержденную информацию. В первую очередь я бы назвал фамилию Рудника Дудаева, который был первым вербовщиком и куратором Кафырова. По Википедии он как бы Рудник Абдул-Рашид. Родился 22 апреля 1949 года в Узбекской ССР. Более 30 лет проработал в системе КГБ и ФСБ. Начинал службу в КГБ Узбекистана. Там же, им же был завербован Кафыров, который был направлен на учебу в Исламский университет Бухару. Вот он считается первым вербовщиком Кафырова и его первым куратором и наставником. Далее он, Рудник Дудаев, он не родственник Джагару Дудаеву, однофамилец, занимался бизнесом, был совладельцем туристической фирмы, председателем отделения внешних связей Ассоциации мусульманских организаций Российской Федерации.
До декабря 2000 года возглавлял Совет СНГ по связям с мусульманами. Страна дальнего зарубежья, патронируемая Верховным муфтием России Талгатом Таджудином. Затем был назначен заместителем главы администрации Чечни Ахмата Кадырова, курирующим силовиков. В феврале 2001 года секретарь Совета безопасности Чечни. С ноября 2002 года глава аппарата администрации Чечни. То есть человек, можно сказать, до последней капли крови преданный российским структурам, спецслужбам и самому Ахмату в его работе. Это вот первый его куратор, которого решили как бы зачистить, вот ввиду того, что он обладал большой информацией о всех делах и становлении пути Ахмата. Его тело было обнаружено декабря 2005 года во временном вагончике на территории комплекса правительственного здания в центре Грозного. По официальной версии, причиной смерти Дудаева стало отравление угарным газом, которое якобы возникло в результате пожара в вагончике. И около 14:00 11 декабря 2005 года был как бы факт обнаружения. Ну, по факту есть официальный довод от многих знающих людей, что вагон предварительно был закрыт снаружи во время отдыха самого рудника Дудаева. Тогда многие вот эти аппаратные рабочие жили вот в вагончиках. Это еще, ну, как бы еще не было таких строений, не было таких восстановлений. И вагончик был снаружи закрыт, устроен пожар. То есть его как бы физически устранили. Это человек, можно сказать, полностью преданный российским спецслужбам, российской структуре, и самому Кадырову Ахмату был устранен по одной только причине, чтобы скрыть, убрать свидетеля о всех тех делах, которые как бы кроются за Ахматом на его пути. Также хочу вспомнить фамилию Маулади Атлангириева. Это московский криминальный авторитет, в прошлом член Лозаннской группы. Также очень многие давали информацию, что он тоже в период начала Второй войны, становления Кадырова очень сильно помогал Гафырову Ахмаду. Представлял в Москве ему машины, деньги, квартиру, где жил в Москве, у него на квартире сам Кадыров, когда бывал в основном в Москве, а он бывал, можно сказать, неделю по 2 раза в Москве. И самое главное, организовывал важные встречи с нужными людьми, вплоть до Кремля. Пока Кадыров не стал главой республики, а после этого Кадыров его кинул, и они как бы уже поссорились. Потом, после смерти Ахмада, уже видя ситуацию и пагубность положений, 5 сослов того же Атлангириева, как его звали, Маулади, он полетел в Лондон и встретился там с Закаем Ахмедом, как бы шариатский хукм на тот момент за Закаевым не был, будем его называть Закаевым Ахмедом. Встретившись с Закаевым, он сказал Закаеву, что они хотят как бы устранить физически Рамзана, и предложил Закаеву вернуться и как бы возглавить республику, а он, в свою очередь, и его знакомые будут ему помогать в этом. И как бы обосновывая свой визит, он заключил свой разговор
такими словами, мол, Рамзан полностью на наших глазах уничтожит всю нашу молодежь, что Закаю им нужен противовес вот этой жестокости, и для того, чтобы как бы постарать чеченскую молодежь и ее будущее. И, соответственно, он и его друзья в этом будут помогать Закаеву. А Закаев, в свою очередь, записал весь этот разговор, сохранил, и в дальнейшем уже эту запись отправил Рамзану, добавив то, что как бы его хотят устранить, тем самым, получается, предал и подставил Атлангириева. Каким бы он мерзавцем не был, но ситуация была вот именно таким образом. И уже как бы с тех пор между Рамзаном и Закаевым завязалась дружба. Там же при Закаеве Атлангириев также был знаком и с Березовским по московским делам. Он, позвонив Березовскому, договорился о встрече с ним, видимо, собирался оставаться в Лондоне, но после его ухода Закаев звонит Березовскому и как бы предупреждает Березовского, что по его информации, стопроцентной, как он любит говорить, что у него есть информация из Лубянки, что Мавлади прислан для того, чтобы убрать тебя, Березовского типа. А Березовский, в свою очередь, напугавшись, отказавшись от встречи, накатал заявление английским спецслужбам, и, соответственно, Атлангириев в дальнейшем уже, как бы не увидевшись с Березовским, был депортирован назад в Москву. И уже впоследствии, в 2008 году, видимо, уже как бы щупальцы Рамзана уже дошли до Мавлади Атлангириева, и через Демельханова и Геремеева его похитили в самом Москве и вывезли в Чечню. И уже сам лично, пытая его жестоким образом, Кадыров Рамзан, его и, насколько я слышал, вместе с ним был привезен его друг Шахбиев Зайди из Шалажи. Они оба были убиты и закопаны где-то в окрестностях Хоси-Юрта. Таких фактов мы как бы наслышаны очень много, но я также являюсь страдавшим именно вот в таких жестокостях и как бы вот таком методах убийства Кадыровым людей. Также моего отца тоже после убийства, насколько у меня имеется информация, также закопали в окрестностях села Джал, где он держался в базе у Демельханова. После смерти Мавлади в СМИ тогда писали, что в феврале 2008 года Руслан Атлангириев был похищен в центре Москвы группой лиц, предположительно связанных с официальным Грозным. По данным правозащитных журналистских расследований, его вывезли в Чечню, где он был убит. С тех пор он числится пропавший без вести. То есть мы говорим о ярых сторонниках пути Ахмада, которые помогали ему, продвигали его. И вот касаясь именно Мавлади Атлангириева, пока не перешел к другой фамилии, этим путем, получается, Закаев добился доверия Рамзана, и в дальнейшем уже Духваха Абдурахманов начал налаживать контакты с Закаевым. Есть информация, что по некоторым данным получал в качестве помощи деньги от самого Рамзана через Духваху Абдурахманова, Ахмед Закаев. И Рамзан в дальнейшем якобы обеспечивал и обеспечивает по сей день, могу подтвердить, его безопасность его родственников в самой Чечне.
То есть имеется в виду родственников Ахмеда Закаева. Также мы помним вот из этой серии, вот как раз промежуток вот этого времени, мы слышали, многие из нас, по крайней мере, разговор между Ахмедом Закаевым и Кадыровым, где Ахмед Закаев приносит соболезнования по Ахмату Рамзану и говорит, что присылай Духваху Абдурахманову, мы с ним как бы отработаем дорожную карту наших дальнейших отношений, и, иншаллах, все будет хорошо. И после того, как ему Рамзан дает информацию, что якобы Амир Имарата, кавказец, Доку Абусман дал команду, чтобы тебя убрали, соответственно, Закаеву, поверив вот этому манкурту, на его слова, как бы отвечает, да пошел он, называя Доку там нехорошими словами. Хотя мы все знаем, что ни тот и ни другой лицо не сказали бы не то, что этого слова, побоялись бы посмотреть ему в глаза. И уже после смерти Духвахи, насколько я слышал, их отношения как бы испортились. Видимо, Духваха имел какое-то влияние и доказательства причин это, возможно, в лице бабок, может быть, они делились или имели какие-то там факты, алиби против Закаева. Может быть, эту информацию Духваха сохранил при себе и унес в могилу, но тем не менее, после его смерти их отношения как бы охладели. Ну, я считаю, что причиной, возможно, была и начатая война в Украине в 2014 году, где Закаев как бы для себя увидел лучшие варианты для своего возвращения после устранения Кадырова и как бы пути к его президентству, мечтой, о котором он живет всю свою жизнь. Далее вот в этих списках хотелось бы вспомнить имя Руслана Ямадаева. Также сам Руслан Ямадаев активный участник Первой войны и уже в 1997 году стал активно выступать против исламских джаматов и в целом шариата. В 1998 году занял сторону федеральных властей вместе с муфтием Чечни Ахмадом Кадыровым. В ноябре 1999 года братья Ямадаеву передали Гудермес без боя под контроль федеральных сил. И уже в сентябре 2001 года Руслан Ямадаев являлся заместителем военного коменданта Чеченской Республики уже под контролем Кремля и России. В 2001 и 2002 годах занимал пост заместителя военного коменданта Чечни. С августа 2002 года занимал пост первого заместителя председателя Политсовета Чеченского регионального исполкома партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы 4-го созыва 2003-2007 года, член фракции «Единая Россия», Комитета Государственной Думы по международным делам и комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. 24 сентября 2008 года Руслан Ямадаев был убит. Работу провел личный палач Демельханова Геремеев. Находившись на момент покушения с ним в машине военный комендант Чечни генерал-полковник в отставке Сергей Кизен также был тяжело ранен. То есть устраняются, как я выше сказал, самые приближенные, самые доверенные люди, которые были рядом с Ахмадом. Знали все его сокровенные секреты, сами участвовали вот в этих делах. Также
нужно вспомнить и младшего брата Руслана Ямадаева, Сулима Ямадаева. Они родные братья. Был у них и еще третий брат, Джабраил Ямадаев. Все трое они являлись героями России. 3 брата, 3 героя России. Заслуженные, можно сказать. Мы также помним события, которые произошли в 1998 году в Гудермесе, когда произошло столкновение между батальоном Национальной гвардии под командованием Ямадаева, который являлся сторонником на тот момент Масхадова, и который назначил его на эту должность. И шариатской гвардии, который возглавлял Абдул-Малик Билиев. И с уверенностью мы сегодня знаем, что за всем этим стоял ФСБ и сам Кафыров. После чего 20 июля 1998 года шариатская гвардия по указу того же Масхадова была расформирована. С начала Второй Чеченской войны Сулим вместе со своими сторонниками, купе с Кадыровым, сдал Гудермес также кафирам. С приходом российских войск вместе с верных ему сторонников в количестве 500 человек перешел на их сторону. По моей информации, может быть 500 преувеличено, может быть преуменьшено. Но я слышал вот такую цифру. 15 мая 2002 года Ямадаев назначен заместителем военного коменданта Чечни, вот этого Сергея Кирюня. В 2003 году командир батальона «Восток». За 2003-2006 год Ямадаев отчитывался, что он является, и его команда является самой дееспособной силой, которая устраняет муджахидов, тех, кто сопротивляется оккупантам. И по их цифрам тогда назывались число 400 убитых мусульман руками вот этой группы. Сами они заявляли вот такие цифры. То есть люди, непростые люди, которые, можно сказать, находились вот на тот момент в начале пути становления Ахмада Кадырова, рядом с ним. Соответственно, 8 августа 2008 года Сулим Ямадаев, находившийся уже в то время как бы в федеральном розыске, во главе роты батальона «Восток» под эгидой ГРУ был переброшен на передовую войну в Грузии. И мы помним, как уже они заняли грузинский город Горье, делали такие пафосные заявления. А уже 21 августа 2028 года приказом министра обороны был уволен в запас, соответственно, уже человека вычеркнут использованный материал. 24 сентября, мы помним, как я сказал, выше в Москве убили его старшего брата, брата Сулима. И уже 28 марта 2009 года, уже будучи в бегах в городе Дубае, Сулим также был убит, как писали средства массовой информации, киллер трижды выстрелил Ямадаеву в спину. И как бы пользуясь вот фамилиями Ямадаева, хочу привести аналогию, кстати. Сегодня, как мы знаем, в семье Демельхановых тоже 3 героя России, хотя они как бы не соответствуют тем 3 героям, но тем не менее являются 3 героя из семьи Демельхановых. Честно говоря, нехорошая. Я бы на месте Адама Демельханова одну свою звезду отдал бы своему тезке орденоносцу Кадырову Адаму Кадырову. Первенство в звездах до хорошего не доводят. Вспомни про Ямадаеву и можешь сделать как бы анализ для себя.
как только в будущем Кадыров станет лишним, вот в той конструкции, кремлевской конструкции, а его рано или поздно уберут, я в этом убежден. И я также убежден, что такая же участь ждет братьев Демельхановых, Еремеевых, Даудовых, Исмурадовых, Цакаевой, Курлаевой, Успаевой, Хамбиевой, Чалаевой. Все те, кто сегодня знают секреты вот этого манкурта Рамзана Кадырова. Вот как выше я описываю, убирали вот тех свидетелей пути Ахмада, также начнут убирать свидетелей пути Рамзана. Далее по этому списку можно также вспомнить Мавлади Байсарова, который в 1999 году также принял участие в вооруженном противостоянии с джаматами, также являлся противником шариата, тогда же примкнул к вооруженному отряду тогдашнего муфти Ахмада Кадырова, который открыто начал выступать против джамата, против сторонников шариата. После назначения Кадырова главой администрации Чечни Путиным, Байсаров сформировал отряд «Горец», фактически являющийся личной охраной Ахмада Кадырова и прикомандированный к оперативно-координационному управлению ФСБ по Северному Кавказу. После убийства Ахмада в 2004 году служба безопасности президента была расформирована, но отряд Байсарова был переизбран в оперативно-боевую группу «Горец» оперативно-координационного управления ФСБ по Северному Кавказу. Но уже 15 ноября 2004 года, через полгода, МВД Чечни объявила Байсарова в федеральный розыск. То есть уже Рамзан начал охотиться за самим Байсаровым, как бы состряпав дело о похищении семьи Мусаевых в Грозном 2004 году. Хотя, по словам людей, я помню, что Байсаров имел к этому косвенное какое-то отношение, тем не менее, за ним началась охота. Позднее уже как бы прокурор Старопромысловского района Грозного заявлял, что Байсаров проходил только как свидетель по этому делу, но процесс уже пошел, и его уже как бы некому было уже остановить. То есть уже добро на утилизацию Байсарова уже было дано. И 18 ноября около 6 часов вечером Байсаров был застрелен группой сотрудников МВД Чечни на Ленинском проспекте в Москве, когда он выходил из автомобиля. Я помню, также в этом нападении опять упоминалось имя, фамилия Еремеева. Это как бы личный палач Демельханова. Если личным палачом у Рамзана является Заид Висмурадов, то у Демельханова как бы проходит Еремеев. То есть это уже самые близкие соратники Ахмада устраняются. Также можно в этом списке вспомнить Умара Джабраилова и его брата Хусейна Джабраилова. Хусейн, насколько я знаю, еще живой пока. Они также финансировали Кафырова-старшего, а потом и самого Рамзана. Мы помним со слов самого Умара Джабраилова, что он якобы потратил более 10 миллионов долларов на становление пути Кафыровых. Также была обещана Хусейну должность премьер-министра, но потом Рамзан туда назначил своего родственника Одесса Байсултанова, а Хусейна, соответственно, прогнал. Также мы помним, как закончился путь Умара в недавнем прошлом. Также уместно будет вспомнить фамилию, имя Абдулкилова, который являлся личной нянькой сына Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, и по слухам людей за то, что он как бы плохо менял подгузники, был убит.
А его брата Вахида Рамзан сегодня как бы держит в заложниках. Официально Вахид Идилов у него как бы является руководителем секретариата. Также хочу вспомнить фамилию одного бизнесмена, который также был убит Кадыровым. Это бизнесмен Арсамаков Абубакар, который, можно сказать, является бизнесменом с апреля 1998 по январь 2019 года, можно сказать, 20 лет, являлся президентом акционерского банка Московский индустриальный банк. У него как бы была ссора с владельцем земли, на котором стоял мясокомбинат Самсон, который являлся как бы управлялся Арсамаковым, и, соответственно, владелец земли также являлся чеченцем, который как бы предъявлял претензии к Арсамакову, мол, за то, что он не уплачивает налоги с земли, мол, ты пользуешься землей, а налог на землю не уплачиваешь. На свою сторону, насколько я помню, тогда этот Арсамаков подтянул также приближенного Руслана Байсарова, который был приближенный Кадырову на тот момент. А тот владелец земли, акционерное общество Салалин, которая была владельцем этой земли, она как бы обратилась уже непосредственно к Сулиму Ямадаеву и к Рамзану Кадырову. Мол, они как бы ущемляют мои права, не отдают деньги, налог на землю и так далее и тому подобное. И Рамзан послал Сулима разобраться с этой ситуацией. И уже, можно сказать, в сентябре Ямадаев со своей группой бойцов вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. И когда они зашли на территорию вот этого мясокомбината «Самсон» и провели переговоры с директором, с Хамзатом Арсамаковым, племянником главы Московского индустриального банка Абубакара Арсамаковым, и на условии Ямадаева тот как бы должность бумаг не подписал. А 8 февраля уже 2007 года в Чечне были похищены братья Арсамаковы, братья вот этого Абубакара, Юнус и Юсуп, которые впоследствии были убиты Адамом Демельхановым, который запытал их на своей базе в Жалке. То есть, когда мы сегодня слышим, что где-то кого-то там похитили бытность вот нашей власти, в большинстве случаев это бывают агенты спецслужб или сами офицеры спецслужб, которые находились в плену у наших амиров, там некоторых руководителей, делая вот на этой основе свои какие-то выводы, обвиняют вот наших прошлых братьев, многие из которых стали шахидами, и наши руководители, что вот тогда занимались похищениями, убийствами, вымогательствами. А тут уже законные факты и основы, на которые строится вся, можно сказать, система, вот, которая сегодня выстроена в самой Чечне вот этим режимом манкуртов. То есть Адам Демельханов ни в чем не повинных двух братьев Арсамакова запытал до смерти и закопал где-то там. И что еще наглее и удивительнее, то, что Кадыров впоследствии, после того, как он уже устранил Руслана и Сулейма, он уже как бы предъявил Арсамакову счет. Мол, я убил твоих кровников в лице братьев Ямадаевых, и ты, мол, за это должен мне как бы компенсировать. А в качестве компенсации нужно как бы отдать свой бизнес и деньги. Соответственно, Абубакар Арсамаков отказался, вывел аккуратно свои деньги за рубеж. Сумма, насколько я помню, озвучивалась где-то около 200
миллиардов рублей российских денег. И, соответственно, после этого отказа он был похищен. И оказался опять на базе у Демельханова, где ранее были убиты два его брата, Юсуф и Юнус. И здесь опять средства массовой информации и из уст знающих людей тогда упоминалось опять имя Еремеевых. То есть вот вся система, которая выстроена сегодня на пути Ахмада. Также вот Руслан Байсаров, который пахал на семью Кадыровых, придумывая разные схемы отмывания денег. Также ежемесячно платил дань самому Рамзану. Также у меня есть несколько свидетелей, не знаю, что живые они или нет, когда непосредственно даже Байсаров передавал дипломат с деньгами, как бы приговаривая Рамзану, мол, ты знаешь, сколько здесь. Да, уничтожению, но, насколько я слышал, его вроде бы спас Дима Медведев. Видимо, у них там какие-то свои дела, может быть. Также тут можно упомянуть Михаила Гуцариева, ингуша, который помогал Кадыровым, как Ахмаду, так и Рамзану. Озвучивалась сумма $25 миллионов. Но уже в 2007 году как бы Сечин начинает отбирать у него нефтяной бизнес. И чтобы припугнуть, чтобы не сопротивлялся, мы помним, на Кутузовском проспекте подстраивают аварию и убивают сына вот этого Михаила Гуцариева. А сам Михаил Гуцариев бежит за границу, а потом отдает свой бизнес, чтобы вернуться. То есть вот на этой системе сегодня выстроен вот тот режим, который мы сегодня имеем. Можно вспомнить фамилию, имена Ибрагима Тимирбаева, это бывший мэр города Аргуна, по-моему, единственный человек не из команды Кадырова. Он на пару с Абти Алаудиновым, они пострадали из-за того, что где-то в пьяном угаре высказались в отношении Ахмада как бы нехорошими словами. И, может быть, насколько я слышал, как бы дали подзатыльник портрету, на котором был нарисован Ахмад. То есть кто-то из этой компании донес это до Кафырова, и вот этих двоих тоже взяли. Насколько обоснованно, я не знаю, но я слышал, что их обоих пропустили через бутылку при одобрении того же муфтия Межидова и советника Рамзана Кадырова, Шахидова Адама, которым они очень любят хвалиться примерно, что у них вот такой метод наказания. А вот этот Ибрагим Тимирбаев, насколько я слышал, содержался на базе у Демельханова вместе с этим Абубакаром Арсамаковым. Абубакар на тот момент уже был человек престарелый. Держали их вместе на базе у Демельханова. И вот тех, кто охранял, кто имел доступ вот к этой тюрьме, всех их как бы заставляли, чтобы они при каждом удобном случае плевали вот на этих двоих и пинали их. И, соответственно, там как раз вот это было в 2020 году. Вроде бы Абубакар заболел ковидом и как бы уже не давая ему в нужное время должного внимания и оказания помощи, соответственно, Арсамаков также скончался там же у Демельхановых. А как умер Ибрагим Тимирбаев, мы помним. Его после того, как его убили, запытали, где-то посадив в машины, столкнули машину с обрыва, как будто он сам был за рулем и как бы сорвался с обрыва, хотя год-полтора о Тимирбаеву вообще ничего не было слышно. Также можно вспомнить руководителя управления Федеральной миграционной службы по Чечне Асуду Даркаева,
который также был изгнан, отобрав у него все нажитое, единственное за то, что ее дочь вышла замуж за искреннего мусульманина, который на тот момент находился в Сирии, в рядах муджахидов, за то, что дочь посмела выйти примерно за мусульманина замуж, доверенного человека, своего отца, соратника, вот этого Дударкаева, отобрав все нажитое тяжелым трудом, его также изгнали, выкинули со всех должностей, отобрав все его имущество. Все люди, о которых я сейчас вот упоминаю, имеют очень большие заслуги перед Российской Федерацией и перед спецслужбами Российской Федерации. Имеют связи в высших кругах, ФСБ и политических кругах. И что удивительно, вот наоборот, открытые оппоненты Кафырова на тот момент, как старшего, в первую очередь мы сегодня говорим за Ахмата, которые как бы были у него в оппонентах, как Али Алханов, Беслан Гандиров, Малик Сайдулаев, они живы и здоровы, потому что они как бы не являлись свидетелями вот этих преступных деяний семьи Кафырова. И самое удивительное в этой истории, это то, что все те, кто был как бы в окружении Масхадова, лояльны нашей власти на тот момент при ЧРИ, все вот эти медийные клерки того времени, большинство из них сегодня мы видим, в прошлом они стали предателями, сегодня мы их видим вот в окружении и обслуживании вот этого режима. За исключением некоторых малых количества людей, которые были вокруг на тот момент Масхадова. Можно в первую очередь назвать Авдарханова Ахмада, шахид иншаллах, который достойно ушел из жизни, нанес большой урон оккупантам, был одним из самых таких авторитетных эмиров, который как бы относился к окружению Масхадову и как бы был его личной охраной. А большинство людей, те, кто находились на тот момент в окружении Масхадова, практически сегодня окружают того же Кадырова. Сегодня большинство из них работают на режим под контролем этого же Манкурта. И на всех площадках средств массовой информации, которые есть у этого Манкурта Кадырова, восхваляют и продвигают вот этот режим, обманывая, оболванивая нашу молодежь всякими сказками и рассказами. И самое смешное в этой истории, все те, кто открыто перешел на сторону врага и были ближайшими соратниками Кафырова, материально поддерживали и медийно продвигали Ахмата, знали, можно сказать, о нем очень многое, если не все, скольких людей он и Рамзан сдали ФСБ под пафосными лозунгами спасти хотя бы одного чеченца. А цифры, мы знаем, ихнего стукачества исчисляются тысячами человеческих жизней, которые они сдали ФСБ и сами пытали на своих базах, в Осе-Юрте, в Жалке и в других своих базах. Свидетели, которые, можно сказать, владели всей информацией, сколько водки они выпивали, будучи в Москве, скольких путан заказывали в номера, как отец, так и сын, какие сигареты курили, что нюхали. Эти люди, которые миллионами долларов финансировали проект Кафырова в надежде, что получат должностя, мы видим сегодня, что большинство из них убиты. И это очень смешно. По крайней мере, я это вижу вот в таком виде примерно. А предатели, можно сказать, из стана врагов, которые бытность нашего государства являлись окружением Масхадова, они сегодня, предав все и вся,
и своего амира, и родину, и землю, и честь, и достоинство. Они свое предательство сегодня отрабатывают, целуя пятую точку этому манкурту. И не стесняясь, изо дня в день сидят и наговаривают на тех наших амиров, на наших лидеров, на достойных братьев. И главное, вот эти сподвижники Ахмада, когда встает вопрос, кем они убиты, вот эти соратники кафиров, они убиты не муджахидами, не в бою убиты, не русскими солдатами, а убивал непосредственно сын самого Ахмада, Рамзан, с разрешений и с благословения самого Кремля и ФСБ. Зачем? Чтобы убрать свидетелей их совместно с отцом преступления, скрыть биографию отца, сделать из него мученика за светлое будущее чеченского народа, а по факту сделать чеченцев рабами, а несогласных уничтожать. Вот в чем суть, путь Ахмада. А простых людей, которые сегодня как бы находятся под этим режимом, и говорить не приходится. Их ежедневно, можно сказать, убивают под разными причинами. Сажают, одновременно обеспечивая господство и неприкасаемость самого Кадырова Рамзана. А тысячи тех, которые насильственно, подкупом, шантажом, выдуманными уголовными делами отправляют на убой в Украину, и говорить не приходится. Есть информация, что если человека по любому поводу задержали, в течение первого дня, если ты успеешь отдать 500 тысяч рублей, ты можешь его выкупить. Если пройдет один день, и на второй день, если ты уже как бы найдешь его, то уже сумма, ставка повышается до 750 тысяч. А на третий день меньше миллиона уже ты человека не можешь забрать. Его автоматом уже отправляют в Украину. И встает вопрос такой, где же логика всему вот этому процессу? Предатели из окружения нашего лидера Аслана прикармливают, они в свою очередь делают вот эти спектакли, делают из них вот этих кукольных персонажей для оболвания нашей молодежи. А тех идейных единомышленников, кто подставил плечо, финансировал деньгами и продвигал путь Ахмада, они в большинстве своем убиты. И сегодня есть вот достоверная информация, что, насколько я владею, что сегодня даже вот больной вот этот придурок, Рамзан Кадыров, придурком ему вот эту куню дали примерно ФСБ, пока он ночью не заснет, пока он не отключится, есть официальная, убежденная версия, что вот это вся его окружение, вот это вся его комарилья, они не имеют права ложиться спать, пока их вот этот князь не заснет, пока он не отключится. Все вот это ближайшее окружение не имеет права засыпать, в каком конце города или республики они не живут, из страха, что могут в любое время позвонить и что-то спросить или вызвать. Вот пока вот нянька вокруг Рамзана Кадырова не предупредит или не оповестит их, что князь заснул, холопы боятся даже ложиться спать. Вот как Аллах унизил вот этих людей, даже в первую очередь перед своими женами, не говоря уже об остальном. А вот о Рамзане Кадырова я как бы анализируя всю ту информацию, которую я знаю и которым
может быть, я был сам свидетелем, знаю я очень многое. Для меня один поступок Кадырова является достаточным, чтобы больше никаких других его поступков или его предательства, даже если я не буду знать, это вот глумление над телом нашего эмира Абдул-Халима Садулаева. Вот один этот поступок для меня достаточен, чтобы я сделал для себя вывод, что есть вот это создание в виде в образе человека, по сути, животное. Вот как бы для меня это вот его углубление над телом, над мертвым человеком, над миром мусульман и муджахидов, чеченцев в целом, вот как он глумился над телом нашего президента, эмира, вот это для меня есть визитная карта о его сущности. И вот вся инфраструктура и антураж, который как бы сегодня заполняется вот эти предатели, которые сегодня выстраивают вот тот образ, что путь Кафырова, путь Ахмада, это вот это благодать для народа Нохчи, процветание. Ничего подобного в этом нету. Потому что все, что сегодня строится, возводится в самой Чечне, это просто бизнес и обогащение этого клана. А на наших глазах мы видим выстраивать систему князей и холопов. Вместо того, чтобы чем заниматься наговариванием на вот наших лидеров, эмиров, если бы вы постарались бы разобраться, покопаться в том, что происходит у вас там непосредственно на месте, я думаю, многое стало бы ясным для немного мыслящего человека. И вот как бы мы здесь затронули имя нашего эмира Масхадова, шахид, иншаллах. Мы делаем за него дуа. Но я как бы, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что все родственники Аслана Масхадова должны делать сегодня дуа за нашего военного эмира Абдуллаха Шамиля и других братьев, которые после того, как окружение Аслана полностью предали своего эмира в лице того же Хамбиева и всех остальных, то именно в первую очередь Шамиль нашел слова к сердцу Аслана, поддержал его, подставил свое плечо. Более того, я даже знаю, что Шамиль категорически был против того, чтобы Аслан спускался на равнину, потому что это было чревато, была угроза его ареста или убийства. Но, как мы помним, переговорщики, которые сидели за бугром, в лице, в первую очередь, Закаева Ахмада и ему подобных, убедили Аслана, что он должен быть постоянно на связи, потому что Россия предлагает переговоры, и он, как президент, должен решать эти вопросы и должен быть постоянно на связи. И, соответственно, запеленговав вот эти сеансы, Масхадова в конечном итоге убили. Но в любом случае конец его был достойным, и я считаю, что Абдуллах Шамиль в этом имеет большую заслугу. И все наследники, родственники Аслана, считаю, должны делать дуа именно за Шамиля Басаева. И уже подводя итоги вышесказанному, мы знаем, что не все свидетели тех дел убиты. Есть многие, кто смог спастись, остаться в стороне.
также которые хотят, есть те, которые хотят отомстить за поругание ихней чести, некоторые хотят остаться на плаву, третьи хотят выжить. И, соответственно, вот такие люди как бы выходят через посредников на нас, на наших братьев, и как бы готовы делиться той информацией, которая у них есть. И вот в последнее время есть несколько человек, которые я имею определенную информацию. Один из них – это Аднан Абдулаевич Музыкаев, видный российский политический государственный деятель, депутат Государственной Думы 5-6 созыва, член партии «Справедливая Россия». В 1996 и 1998 годах был советником секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, членом комиссии Совета Безопасности по проблемам Чеченской Республики, а в 2002 и 2003 году членом правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам восстановления Чеченской Республики. То есть человек, который имел большой доступ к информации, который был близок с Ахматом, проживает в настоящее время в Европе. Страну не буду указывать, хотя знаю, в какой стране. Он также имел контакты с братьями из числа чеченцев, делился некоторой информацией, и, соответственно, видимо, информации у него и ему подобных у них в избытке, и, соответственно, готовы, насколько я вижу, делиться вот тем, что имеют. Я знаю, есть братья, которые встречались с Аднаном в Европе, знают его лично, имеют с ним контакты. Было бы неплохо, если бы вот эти братья также связались бы с нами для того, чтобы совместно работать в этом направлении. Считаю, что нам нужно собирать досье на каждого предателя и по мере укомплектования информации доводить все это до нашего народа, в первую очередь до подрастающего поколения. Так что и других призываем делиться информацией, а соответственно мы в силу наших возможностей будем доводить это до нашего народа. Что под собой кроет лозунг «Путь Ахмада». Есть те, кто шифруется, которые успели награбить, накопить и думают отсидеться где-то за бугром, считаю, также делают ошибку. В любом случае, рано или поздно за все свои дела придется отвечать, без всякого сомнения. Так, иншаллах, считаю, что мы и так озвучили достаточно фамилий, которые являлись, можно сказать, ближайшими соратниками пути Ахмада. И я как бы перечислил, как они закончили свой путь. И уже как бы подводя итог, хотел бы сказать такую вещь, что вот исходя из преемственности власти последние 30-35 лет, которая передавалась от одного лидера к другому, от лица наших лидеров, я считаю, что я самый последний легитимный, назначенный человек среди мухаджиров, которые сегодня как бы находятся за пределами нашей Родины. Поэтому считаю, что имею право говорить и доводить до населения все, что считаю нужным. Как я сказал в начале нашего эфира, последние, можно сказать, 10 лет я призываю всех искренних мусульман, чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы создать
легитимный орган управления среди нашего народа, маджлис, который вправе говорить правду открыто, призывать к истине, спрашивать, что и как, и наказывать по шариату, кто этого заслуживает. Валлахи, я не терял и не теряю надежду, что мы изберем этот совет, ахлюль халли валь акд, и если бы у нас получилось бы избрать ахлюль халли валь акд, я более чем уверен, что мы свою работу, свои дела поставили, подняли бы на новый уровень и уже в лице целого, единого целого начали бы дальнейшую политику. А сегодня мы разбитые, как лебедь, рак да щука, каждый горланит со своего видения, и получается по факту, что мы не то что не мешаем или не боремся с теми манкуртами, с тем режимом, который у нас на родине, а по факту помогаем. Когда говорят, что надо было бы объединиться, найти компромисс хотя бы до того момента, пока мы не вернемся домой, не имеет никакой основы под собой. Объединяться нужно на основе Корана и Сунны, понимания праведных предшественников. А все остальное это заблуждение и обман, самообман и обман целым нашего народа. Ничего более. И уже под занавес завтра, 12 июня, это День независимости, который отмечает Российская Федерация. И получается, 18 лет пройдет сегодня ночью после утреннего намаза, как с помощью Аллаха мне удалось сделать побег последний из Хоси-Юрта. Вспомнил вот эту дату, исполняется 18 лет. И, пользуясь случаем, хотел бы иметь информацию о на тот момент бывшем командире роты, где я находился в плену. Звали его, кличка у него была Барат, звали его Данильбек. Было бы интересно знать, как сложилась его карьера, дальнейшая его судьба. Если будет информация, я прошу, чтобы написали бот обратной связи. И также тех братьев, которые имеют информацию, и от тех, кто был в системе Кафырова, после каких-то изменений откололся или стал на путь истины, ищет какое-то оправдание, также должны иметь возможность доносить свою информацию, свои секреты до нас, а мы, иншаллах, в свою очередь, их будем в дальнейшем озвучивать. Мы помним и часто приводим пример сегодняшней ситуации в Украине, где вроде бы воюют две кафирские стороны между собой, но тем не менее мы видим, как преследуют изменников Родины, уклонистов, дезертиров с обоих сторон, что в Украине, что в самой России. А мы, будучи находясь в таком тяжелейшей ситуации, ведя такую тяжелую войну против оккупантов, которая по силам превосходила нас тысячи раз, мы спускаем все то, что сделали наши предатели, наши дезертиры, которые сегодня некоторые находятся открыто в стане врагов, некоторые находятся
за пределами и тем не менее ведут свою борьбу, не прекращая ни на минуту с искренними мусульманами. Вот информацию о таких людей мы должны иметь и как бы иметь папку на каждого из таких людей. И, соответственно, освещать, доводить в первую очередь до молодежи, кем они являются и как они себя повели в тяжелые дни нашей истории. Иншаллах, есть много других фамилий, о которых мы могли бы говорить. Ну, иншаллах, сегодняшний эфир подведем к концу, чтобы слишком не утруждать слушателей и также не делать длинным запись ролика. Ламру, у меня, иншаллах, на сегодняшний день то, что я собирался сказать, я высказал, как бы поставлю точку. И с твоего позволения можно как бы закруглять сегодняшний эфир, если у тебя нету что добавить или спросить. Да, тогда мы закругляемся, Мухаммад. У меня нет вопросов. Добро, иншаллах. И в итоге еще раз хочу сказать тем кукольным клеркам, которые сегодня домашний режим используют для своих целей, которые в прошлом стали предателями, вместо того, чтобы искать какие-то соринки в глазах наших прошлых ушедших лидеров, наших героев, вы свои бревна сперва растаскайте, а потом уже будете упрекать примерно тех, о ком вы сегодня любите говорить, иншаллах. И, подводя итог, иншаллах, просим Аллаха, чтобы Он искренних мусульман объединил на прямом пути, сделал нас опорой друг для друга, и чтобы мы, иншаллах, и наши последователи сумели, нашли в себя силы довести начатое дело нашими братьями, лидерами до логического конца, до освобождения нашей Родины, до установления шариата, и чтобы наши дети, наши потомки, иншаллах, чтобы они росли на законах нашего Творца на основе шариата. Пусть Аллах нам в этом поможет, пусть Аллах нас в этом поддержит, пусть Аллах нас в этом укрепит. Субханака Аллаху ва бихамдик, ашхаду ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух.